Столица Киргизской республики, город Фрунзе. На одной из тихих зеленых улиц в этом домике родился Михаил Васильевич Фрунзе, выдающийся пролетарский полководец, который в годы гражданской войны руководил революционной борьбой киргизского народа. И светлая память о Фрунзе навеки священна для каждого киргиза. Кто ныне вспомнит, что это был затерянный где-то на краю Туркестана захолустный городишко Пишпек. И на этих улицах в лужах валялись свиньи, которых лишь изредка разгонял экипаж полицмейстера, и тогда городовые арестовывали свиней, чтобы не попадались на глаза начальству. Город-сад. Зеленью укрыты прекрасные новые дома, построенные вместо белых мазанок. Нет ни одного южного города без чайханы, где в самую жаркую погоду можно выпить пиалу горячего чая. Фрунзе – город школ, театров, институтов. Медицинский институт. В краю, где веками шарлатанили знахари, теперь больницы и клиники, рентген и микроскоп. Исаак Аноевич Ахунбаев, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой общей хирургии. Его ученики, дети гор. Тридцать лет назад к этому больному позвали бы знахаря, и он хлестал бы его плеткой, изгоняя из него таким образом злых духов. Сталин широко открыл народу двери к культуре и знанию. Педагогическое училище. В Киргизии, где даже не было своей письменности, сейчас 25 техникумов и вузов и 1500 школ, в которых 200 тысяч детей учатся на родном языке. Это будущие учительницы. У каждой из них будет такой же класс в горных аилах и селениях долин. Музыкальное училище. Эта киргизская девочка, первая в своем роду, сидит у рояля, о котором ее предки не слышали даже в сказках. Еще раз. Короче, штрихи. До сих пор он играл лишь в пастуший рожок.
Хореографическое училище. 1 класс. Лебединое озеро Чайковского. Танец лебедей репетирует выпускной класс. Старая киргизская мать, снилось ли тебе в кочевой юрте, что дочь твоя вырастет белым лебедем?